Здравствуйте! В эфире 8-й выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Мы расскажем вам о главных событиях прошедшего месяца. Прекрасный весенний месяц апрель встречал нас с праздником смеха, шуток и веселья. Пусть будет приподнятым ваше настроение, а на сердце всегда присутствует радость. 5 апреля колледж отмечал свой день рождения. В честь этого события мы запустили акцию «15 лет КГИМС». Она завершилась 20 числа, и по итогу вы можете посмотреть замечательный фильм в наших социальных сетях. Целый март осуществлялся сбор необходимых вещей и средств для приюта «Кот и пес». И, как мы обещали, 5 апреля вновь состоялся благотворительный выезд. Спасибо всем добровольцам, кто принимает участие в этой акции. 2019 год в Удмуртии объявлен годом здоровья. В связи с этим 8 апреля в клубе «Синтез» прошел городской день здоровья и командные игры «Быть здоровым – это модно». В соревнованиях приняли участие наши курсанты, члены отряда «Доброволец». Спасибо специалистам за полезную информацию и организаторам за приятную обстановку. При поддержке Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в кадетской школе Ижевска прошли показательные выступления для юных кадетов от курсантов нашего колледжа. Мы продемонстрировали детям навыки в надевании боевой одежды пожарных, а также провели аварийно-спасательные работы на тренажере ДТП с извлечением пострадавшего из автомобиля. В преддверии празднования Дня Победы было запущено несколько специальных акций, и первая из них – «Стихи Победы». Курсанты и преподаватели читали стихи о событиях Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что акция «Стихи Победы» не прошла мимо нашего филиала в Йошкар-Оле. Все ролики вы можете посмотреть в наших социальных сетях и поддержать их комментариями и лайками. Следующая значимая акция – «Георгиевская ленточка». Ее суть – в привлечении внимания жителей города к истории нашей страны и Великой Победы. Курсанты ежедневно раздают георгиевские ленты прохожим и объясняют историю их происхождения. Очень важно помнить подвиг наших предков. Акция будет проходить до 8 мая. В этом месяце мы отмечали еще одно важное событие. 22 апреля Всероссийскому студенческому корпусу спасателей исполнилось 18 лет. И к празднику отрядом добровольцев была организована акция «Чистый лед». Наши курсанты помогали очищать пляж и Ижевский пруд от мусора. Еще одно ежегодное мероприятие состоялось в стенах колледжа 25 апреля. Научно-практическая конференция – это значимое событие для учащихся и преподавателей, ведь к нему готовятся целый год. Выступающие защищают свои проекты, предоставляют презентации и делятся со слушателями новыми открытиями. По итогам мероприятия победители награждены дипломами. В честь столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Удмуртии организовано множество мероприятий. И, разумеется, курсанты колледжа принимают в них активное участие. Например, 27 апреля прошел экологический субботник в формате командных соревнований «Чистые игры». Наши добровольцы очищали от мусора лесной массив, расположенный на территории проспекта Михаила Тимофеевича Калашникова. Также руководством колледжа были организованы посещения музейно-выставочного комплекса имени Михаила Тимофеевича Калашникова. В ходе экскурсии курсанты познакомились с биографией знаменитого конструктора стрелкового оружия, а также узнали историю основной экспозиции выставки «Оружие Ижевских заводов». На этом мероприятия в честь столетия Калашникова не заканчиваются, нас ждет много интересного в следующем месяце. Апрель нам подарил множество спортивных мероприятий. Начнем с того, что целых 2 дня курсанты, члены отряда «Доброволец» принимали участие в испытаниях на право получения оливкового берета, символа подразделений специального назначения. Такие соревнования способствуют выявлению высоких моральных качеств и уровень физической подготовки среди молодежи.
29 апреля в стенах Центрального военкомата состоялся Удмуртский республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке. По традиции мероприятие открывал клуб патриотического воспитания «Барабанная линия». В этом году наша команда впервые участвовала в сборах и показала себя на достойном уровне. Также 29 числа члены отряда доброволец принимали участие в легкоатлетической эстафете «Дружба», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша команда показала себя достойно. Спасибо всем за участие. А теперь к новостям наших филиалов. Курсанты Ульяновского филиала посетили областную библиотеку имени Аксакова, где состоялся урок памяти, посвященный истории Главного управления лагерей и мест заключения в общем обиходе. Спасибо организаторам за полезную и информативную экскурсию. 17 апреля в стенах колледжа состоялся конкурс художественной самодеятельности, посвященный профессиональным специальностям. Курсанты подготовили интересные креативные номера, связанные с деятельностью пожарных, спасателей и юристов. Благодарим всех за участие. В этом месяце Главное управление МЧС России по Ульяновской области провело командно-штабное учение. Нашими курсантами были отработаны практические действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. Это отличная практика для будущих профессионалов. С 15 по 25 апреля также проводилась декада молодого избирателя, приуроченная к 25-летию избирательной системы региона. В рамках этого мероприятия курсанты приняли участие в интеллектуальной игре «Твоя жизнь, твой выбор» и квесте «Миссия выполнима. Выборы». По общим результатам команда филиала заняла первое место. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов. В преддверии празднования Дня Победы для курсантов филиала состоялись уроки мужества. К нам в гости пришли ветераны Кузахметов Рамиль Ришатович и Емелькин Александр Петрович. Герои рассказали курсантам о службе военно-морского флота и морской пехоты, а также показали документальный фильм. Для наших курсантов эта встреча значила очень много. Спасибо ветеранам. Также в этом месяце курсанты приняли участие в работе 4-го патриотического форума «Наследники победителей», который прошел в стенах Законодательного собрания Ульяновской области. За содействие в организации форума мы получили благодарность и сертификат. 27 апреля ребята принимали участие в 76-й эстафете на приз газеты «Ульяновская правда». Торжественный парад участников по традиции открывал ансамбль барабанщиц «Ульяна». И 20 апреля прошла 41-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная столетию городской комсомольской организации и фестивалю здорового образа жизни. От колледжа выступило 2 команды. Девушки заняли 1-е место, а юноши – заслуженное 2-е. Спасибо за достойное выступление. Вы подтверждаете своими успехами наш девиз «Где мы, там победа». В этом месяце все наши филиалы объединило несколько важных мероприятий. В начале апреля на базе Ульяновского филиала прошла научно-практическая конференция «Экология, право и безопасность жизнедеятельности». В работе конференции приняли активное участие курсанты из Ижевска, Йошкар-Олы и Ульяновска. На пленарном заседании учащиеся филиалов защищали свои проекты, и в итоге 10 участников конференции были отмечены дипломами победителя. И закончить наш новостной выпуск хотелось бы одним из самых важных событий. В апреле нашим филиалам было торжественно вручены знамена колледжа, государственной муниципальной службы, официальные символы и реликвии филиалов, которые олицетворяют их честь, доблесть, силу и традиции. Поздравляем вас с этим значимым событием и надеемся на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. На этом апрельский новостной выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями ВКонтакте и на YouTube-канале. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!